Весна. Настроение идет вверх, шероховатости жизни сглаживаются под напором весеннего солнца и возрождения жизни. Будущее кажется прекрасным. Но давайте оглянемся по сторонам. Далеко не для всех настоящее и будущее радостны и желанны. У одних прохожих такое настроение читается в грустных глазах, у других оно привычно скрыто за безразличием на лице, а третьих мы с вами попросту не видим. Их нет на улицах, но они живут рядом с нами. Живут и страдают. Одному такому нашему земляку чуть больше года от роду. После 1,5-часовых родов и остановки сердца он на всю жизнь остался инвалидом. Беда эта именуется ДЦП. Ну вот ребенок у нас грубо отстает в развитии. Не сидит, голову не держит, не стоит, не разговаривает. Только начал смеяться сейчас. И все виной, конечно, невнимательность врачей роддома. Из-за того, что ребенок получил сильную асфиксию тяжелой степени. Асфиксия – это удушье. Она и остановка сердца пагубно сказались на мозге мальчика. Ударили по его семье, она распалась. Тяжким бременем изнурительной заботы и огромными расходами легли на родных. Кто виноват? Что делать? Не будем спешить с ответами. Вот эта вот еще позиция искать виноватого, она, конечно, складывается из нашей такой психологической особенности. 90, наверное, процентов, если не больше, людей всегда ищут виноватого. То есть обязательно найти надо виноватого, надо его наказать. А кого тут наказывают, кроме себя? Полная безответственность родителей. Скажем, доля медицины, медиков, ну скажем, в данном случае роддома, она примерно какова в том, что такая трагедия все-таки состоялась? Ну, я думаю, что очень минимальная. Очень минимальная. То есть 50%, если не 60%, это здоровье женщины самой. То есть в ней сформировался ребенок, очень чувствительный к воздействию внешних факторов. То есть ребенок незрелый, ребенок без защиты, ребенок неподготовленный. Вот. Ну, где-то 25%, я думаю, это культура самой женщины, то есть вот это вот отношение ее, да, к этому факту. Ну и процентов, может быть, там, не знаю, 15, может быть, даже еще меньше, может, 10,5, это именно здравоохранение и родовспоможение. Я всегда смотрю на эти вещи оптимистично, потому что детский организм обладает необыкновенными ресурсами. И я всегда говорю, что если мать именно в первую очередь захочет, то она может нивелировать и может очень сильно компенсировать любое заболевание у своего ребенка. То есть для этого нужно опять начать искать. Мы нашли центр, который лечит таких детей. И этот центр очень болезненное лечение. Ребенку за 10 минут ставят 250 уколов. Так много? Да, при этом стимулирующие уколы, стимулирующий головной мозг. При этом мама присутствует. Все это делается на глазах. Ребенок очень сильно плачет. Представьте, что маленькая кроха, вот такая кроха маленькая, и ему 250 уколов. Обкалывают личико вот здесь, ручки, ступня, позвоночник, мышцы, ручки, ножки. Ну, то есть все группы мышц, которые Все должны группы работать. мышц, во все группы мышц. Ну, ответная реакция есть, значит, ребенок поддается лечению, значит, надо продолжать его. Таких курсов позади уже несколько и 3750 уколов. Сколько впереди, неизвестно. Врачи обещают, что максимум, что смогут сделать, это поставить ребенка на ноги. Однако полноценным человеком он не станет никогда. Так кто все-таки виноват в этой трагедии? В том, что радостное ожидание материнства обернулось бесконечной трагедией для малыша и его мамаши. Это труд
И это самый, может быть, главный наш человеческий труд в жизни, да, потому что рожаем мы, извините, ну, одного-двух детей, так сказать, да, к этому надо серьезно относиться, даже, может быть, серьезнее, чем к поступлению там, в вуз, там, я не знаю, там, к выбору профессии и так далее, и так далее, и так далее. А у нас считается так, что по воле случая зачали, при этом непонятно, на какую почву все это упало, так сказать, какой организм понес будущего человека, будущего ребенка. Беременность, а китайские медики очень хорошо называют беременность, что это болезнь, действительно, потому что в организме матери начинает жить, извините, паразитировать совершенно другой организм. Он, во-первых, обманывает иммунитет матери, да, чтобы она его там долго не отторгала. Это существо начинает сосать, причем сосать лучшие вещества организма матери, да, лучшие белки, лучшие витамины, лучшие жиры и так далее. И женщина должна быть готова к этой болезни. Да, к этой болезни должна быть готова и еще умудриться после 9 месяцев этой болезни выздороветь, потому что нужно вскармливать ребенка грудью. А молоко это что такое? Это экстракт крови. То есть опять это кровь, да, которая вот особым образом фильтруется через грудную железу и получается молоко. То есть это самый божественный, так сказать, эликсир и самая важная пища. И кровь должна быть опять же полноценная. Она должна опять же, да, нести полезные вещества, потому что ребенок до года вскармливается только грудью. Он должен получить все для собственного развития. И когда вот это все идеально, то есть мать подготовлена, отец подготовлен, зачали, будучи здоровыми людьми на данный момент, да, плюс всю беременность женщина поддерживала свой организм, понимая, что она больна. И просто так вот лежать, там, отдыхать или ходить, или там книжки читать нельзя, потому что ну, современная наша жизнь, она действительно очень сильно истощает наш организм. И женщина в этот момент должна готовиться, то есть она особо должна питаться, она должна принимать обязательно витамины, которые хорошо усваиваются, качественные. Она должна выбрать себе роддом, выбрать акушер-гинеколога. Слава богу, сейчас у нас акушерство резко изменилось. Оно действительно стало очень гуманистическим. То есть женщина имеет право выбрать абсолютно все, даже способ родов. И, естественно, женщина должна ходить на тренинги. Слава богу, у нас тоже есть очень продвинутые хорошие гинекологи, которые ведут так называемые школы. То есть они учат, да, процессу родов, как надо себя вести, что нужно делать, как облегчить стресс родов и так далее. Вот у меня есть очень хороший пример. Моя клиентка, то есть это не пациентка, совершенно здоровая женщина, но так сложилось, 38 лет, она одинока, и она осознанно пошла на беременность. Так она, извините, 2 года перед этим принимала витамины, особые, так сказать, БАДы. Она ходила на психологические тренинги. Она забеременела уже, будучи здоровой, обследованной, причем от мужчины, ну там мужчина тоже здоровый. Вот. Брак не состоялся, тем не менее, всю беременность она занималась, она продолжала ходить на тренинги, она ходила на школу беременных, она выбрала себе гинеколога, она выбрала роддом, да? Причем, скажем, не самый элитный, но совершенно, так сказать, вот по ее психологическим понятиям для нее комфортный будет роддом. И она в 38 лет, буквально недавно, я вот, кстати, если она будет смотреть передачу, ее очень поздравляю, она молодец, она действительно служит примером для наших женщин. Она сама разрешилась, она очень легко родила, она себя очень хорошо, бодро чувствует. Ребенок абсолютно здоров. То есть мы уже там у медиков поинтересовались, узнали. Просто удивительный факт. В 38 впервые в жизни, в 38 лет женщина родила абсолютно без всяких осложнений, абсолютно здорового ребенка. Все-таки вот такая трагедия случилась. Вот конкретно что делать-то? Конкретно я бы этим людям посоветовала, может быть, значит, прийти ко мне на консультацию. Я им дам канал, как связаться с медицинским институтом. То есть ни с какими частными клиниками в Китае вообще не рекомендую никогда связываться, а рекомендую обратиться в официальный медицинский государственный институт, я помогу им этот канал, так сказать, наладить. Я еще раз говорю, что самые эффективные формы лечения этого заболевания это в Китае, ну и потом на втором месте, ну это бы как бы в таком отдаленном уже прошлом, это, конечно, была Венгрия. То есть в Венгрии очень неплохо справлялись. Но я так считаю, что лучше Китая нет. Лечение в Москве и в Китае возможны. А вот участие в судьбе ребенка официального здравоохранения, казалось бы, гарантированное, на деле превратилось в пустую декларацию. Мы со своей бедой остались 1 на 1. Нам никто не помогает. Все сами. Для этого надо дорогостоящие лекарства, обследование. Поликлиника нам помогает в том плане, что они выписывают нам
бесплатные рецепты. Но по федеральным рецептам в аптеках лекарств нет. У этой семейной трагедии нет счастливого конца. Его нет сегодня, скорее всего, не будет и в будущем. Но есть материнский подвиг борьбы с недугом, который поражает родных и близких, и, пожалуй, он станет главным инструментом победы маленького ребенка с бедой. Когда он узнает, что кроме боли и страдания в этом мире есть радость весны, расцвета жизни, уверенности в надежности близкого человека, матери.